Другим темам налог на имущество в этом году можно заплатить позже, до 1 декабря. В налоговой инспекции полагают, что смещение крайнего срока на 2 месяца увеличит сборы. При этом в ведомстве предупреждают, извещение о необходимости заплатить по счетам в этом году придет не всем. Кому придется узнавать свою задолженность самостоятельно, узнавала наша коллега в Алмазном крае Августа Степанова. Петр Решетников – добросовестный налогоплательщик, вовремя делится со своим доходом с государством. Чем меньше долгов, тем спокойнее спишь, уверен мужчина. Обычно приходят в мае, а сейчас пока квитанций что-то нету. Люди обычно платят? Да, обычно платят уже в это время, до отпусков, июнь, июль. В ближайшие 2 месяца писем по почте от налоговой не будет, отвечают специалисты. Квитанции придут позже обычного. Это связано с изменениями в законодательстве. В связи с тем, что законодатель изменил срок уплаты, и за 2015 год срок уплаты будет не позднее 1 декабря, имущественные налоги на сегодняшний день на всей территории Российской Федерации на 2015 год не начислены. Данная работа ФНС будет проведена в течение лета, и только осенью у налоговой службы появится возможность выдачи квитанции. Пользователи личным кабинетом уведомления получат и по почте, и в электронной форме через личный кабинет, включая квитанцию на уплату имущественных налогов. Если налогоплательщики не хотят, чтобы им отправляли по почте, а только работать в электронном документообороте, им нужно в закладке «Профиль» в личном кабинете поставить галочку «Получение электронно-цифровой подписи». И тогда в этом случае только электронный документооборот. И квитанция по почте на бумажном носителе приходить не будет. Не стоит ждать извещения тем, у кого размер налога меньше 100 рублей. Стоит проявить инициативу, уточнить информацию в налоговой инспекции, а заодно зарегистрироваться в личном кабинете, чтобы в следующий раз никуда не бегать. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».